Здравствуйте, ребята! Урок классного часа в 3 классе «Мы против коронавируса». Я, Иргешева Перегуль Капаровна, желаю вам, каждому из вас, крепкого здоровья. Цель – получить сведения о коронавирусе и провести профилактику самосохранения. Весь мир против коронавируса. Что же это такое? Слушайте внимательно. Коронавирусом называют семейство примерно из 40 вирусов, которые поражают животных и человека. Отростки на оболочке вируса, снятые с помощью мощного микроскопа, напоминают корону. Отсюда название. Вспышка болезней, начавшейся этой зимой в Китае, вызвана ранее неизвестным штаммом коронавируса. Он получил название 2019 nCoV, что означает «новый коронавирус 2019 года». В литературе встречается также термин «уханьский коронавирус». Сообщение о людях, заболевших пневмонией, неизвестной этиологии, начал поступать из китайского мегаполиса Ухань. Это центр провинции Хубей. Вместе с пригородами его население составляет примерно 12 миллионов человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, первый случай заражения зафиксирован 31 декабря 2019 года, а к 3 января 2020 года заболевших было уже 44. Китайский коронавирус. Какой он? Более 100 человек с начала января стали жертвами опасного заболевания, которое вызывается абсолютно неизвестным прежде вирусом 2019 nCoV. Его распространение началось из Китая и приобрело размах эпидемии. Зараженные люди есть как в Азии, так и в Америке и Европе. COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Откуда взялся история коронавируса и как распространяется? Власти Китая связали вспышку заболевания с рынком морепродуктов в Ухане. Первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. На этом рынке также продают змей, летучих мышей и других животных. В исследовании, опубликованной группой китайских ученых 22 января, говорилось, змея является наиболее вероятным резервуаром для 2019 nCoV в дикой природе. Предполагается, что коронавирус мутировал, то есть заново переродился в организме животного, после чего получил возможность заражать или человека. Какие признаки появляются при заболевании? Симптомы: высокая температура, боли в мышцах, тошнота, кашель, рвота, диарея, слабость, головная боль, затрудненное дыхание. Что же надо делать, чтобы не заболеть этим заболеванием? Профилактика коронавируса. Важно! Тщательно мойте руки с мылом. Пользуйтесь антисептиком. Избегайте людей с симптомами болезни. Ограничьте посещение мест массового скопления людей. Увлажняйте слизистую оболочку носа. Пейте только бутилированную воду. Ешьте термически обработанную пищу. Используйте маски. Почувствовали недомогание? Самолечению нет, сразу к врачу.
Всех-всех просим спасти нашу планету. И посодействуйтесь и вы быть чистыми, сознательными в этой борьбе против коронавируса. Ребята, если вы будете мыть руки мылом, убирать помещение, протирать пыль влажной тряпкой, сидеть дома, то вы тоже помогаете и тоже внесли свой вклад в борьбе против болезни. Будьте дома, занимайтесь учебой. Вместе мы спасем нашу планету. Спасибо за внимание. Соблюдайте правила личной гигиены.